Конец 20-х годов. После конструктивизма Дома коммуны Станислав Шабуневский возвращается к своим истокам, к неоклассицизму, к эстетике в архитектуре. Дело в том, что эпоха большевиков 20-х, начала 30-х годов – это эпоха разрыва со всеми традициями предшествующей истории. Разрыва с традицией, прежде всего, культурной. Станислав Шабуневский категорически не согласен с таким взглядом на вещи. Чему свидетельствует его последняя постройка, которая осталась сейчас в Гомеле, которая самая поздняя его работа. Суть заключается в том, что он построил новые здания, органически вписав их в сложившийся уже комплекс зданий на данной улице. Тем самым не порывая с традицией, а накладывая новое на старое, как на фундамент. Так не строил при нем никто, ни в Гомеле, ни в Советском Союзе. Здесь именно и заключается его представление о преемственности культурных традиций, поэтапной преемственности. Оригинальность застройки заключается в том, что это комплекс жилых зданий, расположенных по разные стороны улицы, представляющие из себя зеркальное отображение друг друга, который дает тем самым угловые некие вешки, по которым была сориентована потом застройка всей улицы. К сожалению, во время Второй мировой войны эти здания были разрушены и потом восстановлены уже не по первоначальному проекту. Поэтому мы не видим здесь того, что они одинаковые. Раньше так не было. Оригинально представляется то, что это комплексы до 3- и 4-этажных блоков, соединенных вместе, плавно перетекающих с одной улицы на другую. Поражает именно плавность постройки, не резкость, которая была традиционна для советского конструктивизма 20-30-х годов, а именно плавность. Средства на постройки выделялись очень ограниченные, поэтому постройки конструктивизма были, как правило, типовые, без всяких украшений. Но Шабуневский был не из тех, который бы обошелся без них. Перед нами элементы неоклассицизма, того, с чего начал Шабуневский. Колонны, оттеняющие 2-й и 3-й этаж, балконы в виде отеческого атика. Все это элементы неоклассицизма, плавно вписавшиеся в элементы неоконструктивизма советской эпохи. Творческий путь Станислава Шабуневского оборвался на его взлете. Уже на склоне лет он показал, что открыт новым веяниям в культуре. От классицизма к модерну, от модерна к конструктивизму, от конструктивизма к ретроспективизму, от ретроспективизма снова к неоклассицизму. Но его творческая жизнь оборвалась резко и трагически. Наступало начало 30-х годов. Большевики начали физическое уничтожение представителей так званых имущих классов, представителей непролетарских сословий. Под эту чистку и попал Станислав Шабуневский. Возможно, ему повредило то, что во время стрелокопытовского мятежа 1919 года, по преданию, он был избран в некую структуру самоуправления города. Возможно, это ему припомнили. Возможно, ему припомнили то, что он входил в городскую думу еще до революции. Но самое главное, его шляхетское дворянское происхождение. В 1931 году, в феврале месяце, ему инкриминируют совершенно абсурдное обвинение в участии в так званом право-троцкийском заговоре. Дело в том, что Станислав Шабуневский до конца жизни был верующим католиком, прихожанином римско-католического костела города Гомеля. И троцкистом, то есть марксистом, и атеистом он быть просто не мог. Это абсурдное обвинение. Его обвинили в том, что, будучи право-троцкистом, он составлял вредительские проекты в строительстве. Я не знаю, что вредительского в этом, но что-то там увидели. В 1931 году он осужден на 10 лет. Был этапирован в город Кемь. Это стык Карелии и Кольского полуострова. Участвовал в строительстве Беломорского канала в районе Медвежьей горы. Сейчас это Медвежьегорск. Неизвестна его кончина. По официальной версии, в 1937 году он умер. Возможно, он умер сразу, возможно, его расстреляли. Как тогда составлялись документы и бумаги, особенно в хрущевской реабилитации, известно давно. Как бы там ни было, в 1937 году официально его не стало, он умер от непомерного труда, непосильного труда. Судьба его семьи сложилась трагически. Его жена Ксения Александровна любила его до конца жизни.
После его ареста с ней случился нервный приступ, она всю оставшуюся жизнь проболела и в 1936 году умерла. Была похоронена в Гомеле. Его дочка Людмила всю жизнь любила театр. У нее были способности к театральному искусству. Она хотела поступить в театральный вуз. Но для дочки врага народа это было невозможно. Ей с трудом удалось поступить на курсы медсестер, и она всю жизнь проработала медработником в одном из московских театров. Она хотела быть просто ближе к театральному искусству. Но в 1942 году она умерла от дистрофии во время Великой Отечественной войны. Такова судьба великого художника, судьба его семьи. В 1957 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления, но он не был реабилитирован. Я в истории больше не помню случая, когда в хрущевской реабилитации человек был по существу признан невиновным, но не реабилитирован. Его реабилитация состоялась только по настоянию минских архитекторов в октябре 1989 года. В октябре 2009 года мы будем праздновать 20-летие реабилитации Станислава Шабуневского.